Уголовное дело задержанного журналиста Завкибета Саита Амини направлено в суд. Убита мать заведующего приемным покоем Республиканского онкологического центра, умершего при задержании милиции. Комитет защиты журналистов осудил приговор в отношении Абдулло Гурбати. За 2 недели в России было мобилизовано более 200 тысяч человек. Уголовное дело задержанного таджикского журналиста Завкибека Саита Амини направлено в суд района Исмаила Сумани города Душанбе. Власти подозревают Саита Амини в сотрудничестве с запрещенными в стране партией Исламского возрождения оппозиционным движением Группа 24. Сам журналист категорически отвергает выдвинутые обвинения. Близкие Завкибека Саита Амини жалуются, что уже 3 месяца им не дают свидания с ним в СИЗО. Как сообщает радио «Зоди» со ссылкой на свой источник, в отношении 38-летнего Завкибека Саита Амини возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 Уголовного кодекса Таджикистана «Участие в деятельности политической партии, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности». Журналисту грозит от 5 до 8 лет лишения свободы. Когда начнется суд над Завкибеком Саита Амини, пока неизвестно. В суде района Исмаила Сумани воздержались от комментариев на эту тему. На прошлой неделе в собственном доме в Душанбе неизвестными была убита Саудат Кулиева. Ее имя стало известно после того, как в 2009 году при невыясненных обстоятельствах умер ее сын Хуршид Бабакалонов, и она пыталась донести до соответствующих структур, что его убили. О том, что Кулиева была убита, сообщает Азия Плюс со ссылкой на УМВД по городу Душанбе. Однако другие подробности ее смерти неизвестны. И в УМВД и МВД сказали, что в интересах следствия они пока не могут предоставить дополнительную информацию. Саадат Кулиева долгие 13 лет пыталась доказать, что ее сын был убит, и привлечь виновных в его смерти к ответственности. Она обращалась во всевозможные структуры, вплоть до Комитета ООН по правам человека. Напомню, что смерть Хуршида Бабакалонова, заведующей приемным покоем Республиканского онкологического центра, наступила 27 июня 2009 года после того, как его задержали милиционеры. Комитет защиты журналистов решительно осудил вынесенный приговор журналисту Абдулло Гурбати. Гульназа Саид, координатор программы СПД в Европе и Центральной Азии, сказала, что Комитет защиты журналистов осуждает суровый и несправедливый приговор в отношении Абдулло Гурбати. Похоже, что приговор – это плод недовольства власти Таджикистана популярностью социальной журналистики, в которой работали Гурбати и его коллега Далер Имамали, заявила Гульназа Саид. Комитет призвал власти Таджикистана немедленно освободить Абдулло Гурбати, Далера Имамали и других задержанных журналистов и блогеров, а также прекратить преследование независимых журналистов. Суд столичного района Шох-Мансур 4 октября за закрытыми дверями приговорил Гурбати к 7,5 годам лишения свободы, признав его виновным по 3 статьям Уголовного кодекса, в том числе за участие в экстремистском сообществе. Сам Гурбати заявил, что не считает себя виновным по предъявленным ему обвинениям. В России за 2 недели мобилизации под призыв попали как минимум 213 200 человек в 53 регионах, посчитали по открытым данным издания «Важные истории» и аналитики расследовательской группы «Конфликт Интеллигенс Тим». Исследование было опубликовано в среду 5 октября. Общее число мобилизованных получилось больше, чем объявленное ранее министром обороны России Сергеем Шойгу. По словам Шойгу, с начала мобилизации в вооруженные силы России прибыли более 200 тысяч человек. Между тем, помимо 213 тысяч человек, которые насчитали исследователи, сведения о числе призванных в 32 регионах отсутствуют, пишет «Важная история». Для подсчета они использовали официальные данные местных властей, сообщения СМИ и отчеты военкомов. Мобилизация в разных регионах проходит неравномерно, констатируют исследователи. В 23 из 26 регионов, откуда призывают больше заявленной Шойгу доли запасников, доходы людей ниже общероссийского уровня, подчеркивают исследователи. При этом регионы, откуда на войну в рамках мобилизации отправляют больше всего в запасников, уже были наиболее пострадавшим от войны. Например, Дагестан находится на 1 месте по числу подтвержденных погибших в войне в Украине, а Бурятия на 2.
Издание «Верстка» утверждает со ссылкой на свои источники, близкие к администрации президента, руководству регионов, что процент мобилизируемых в регионах зависит от протестных настроений. Чем они выше, тем меньше мужчин из региона призывают на войну. В начале мобилизации Сергей Шойгу заявил, что 300 тысяч человек будут призваны постепенно, а спустя 2 недели он утверждает, что мобилизовали уже более 200 тысяч человек, пишут важные истории. По мнению аналитиков СИД, даже когда на фронт призовут обещанные властями 300 тысяч человек, мобилизация не остановится. Мы видим, что они пытаются призвать все 300 тысяч сразу. Можно было бы предположить, что они растянут это на несколько волн, будут пополнять потихонечку, но нет. Дальнейшая мобилизация может потребоваться для восполнения потерь среди призванных первой волны, считают они. Аналитики не исключают, что цифра в 1 миллион мобилизируемых, которые со ссылкой на источники называли СМИ, это те, кого власти в принципе планируют призвать до конца войны. Возможно, эти 300 тысяч будут призваны сейчас, а остальные будут добирать постепенно по мере несения потерь. В любом случае, мы не считаем, что мобилизация ограничится 300 тысячами, заключают эксперты СИД.